Добрый день, Митрофанов Яков, строительная компания «Альянс». У нас сегодня в обзоре два объекта. Первый — это 1200 квадратов, торговый центр, вот с такой входной группой с тамбуром, крыша четырехскатная, из сэндвич панелей, металлокаркас. Здание выполнено в селе Визинга Республики Коми. Строили мы несколько лет, потому что были особенности строительства. Клиент строил постепенно, не привлекая кредитные деньги. Строились зимой. Летом его основной профиль — это торговля строительными материалами и хозяйственными товарами. Рассчитано на дачный сезон. Поэтому летом он зарабатывал деньги. Осенью и зимой мы строили здание, то есть он вкладывал их в собственную недвижимость. Сейчас там сделана внутренняя отделка. Подведены все коммуникации, здание сдано в эксплуатацию, и сейчас там идет расстановка товара, то есть здесь будет торговый центр, первый этаж которого будет занят как раз таки под магазин стройматериалов и хозтоваров. К зданию мы были полностью генподрядчиками, поэтому мы выполняли и благоустройство, в том числе вот выход, этот заборчик, выход с тротуара. Такая вот входная группа, вот такая вот лестничная, такой марш. Делали благоустройство. Вокруг здания сейчас не видно, но здесь везде уложен бетон. Здесь будет уличная торговля летом с декоративными цветами, с садоводческими всякими инструментом, рассадой и всем остальным. Заказчик с задней стороны был поставлен септик и сделан водопровод. Поэтому мы делали здесь все в комплексе вместе с коммуникацией и благоустройством. Давайте посмотрим, что у нас получилось внутри. Так у нас здание выглядит с задней стороны. Тут предусмотрены ворота большие под разгрузку большого транспорта под фуры, маленькие ворота для маленького транспорта. Первые большие будут для выгрузки товара в магазин, а вторые уже будут для погрузки непосредственно тяжелых каких-то материалов для покупателей. Задний пожарный выход, запасной выход со склада и из зала, где будет производиться отгрузка товара, крылечко. Внутри установлена котельная на пеллетах, которая будет отапливаться все здание. Она с автоматической подачей пеллетов. Пойдемте посмотрим, что у нас внутри. Вот мы попали внутрь через входную группу. Здесь у нас уже идут работы по установке стеллажей, зоны магазина самообслуживания. Здесь, я так понимаю, будут какие-то отделочные материалы располагаться. Вот у нас две лестницы, ведущие на второй этаж. Второй этаж, здесь выполнен двойной свет, чтобы лестницы были более воздушны, чтобы было больше пространства, больше света, чтобы людям было комфортнее здесь находиться и было намного приятнее. Поднимемся на второй этаж. Да, лестничные марши сделаны все ступеньки отдельно, чтобы они казались более воздушными, менее громоздкие. Сделано большое окно по центру, чтобы больше было естественного света. Здесь уже повешено освещение. Второй этаж. Второй этаж полностью свободной планировки под большой торговый зал. Смонтирована система отопления от пеллетного котла. Пожарный выход на первый этаж. Кабинеты для персонала. Один кабинет как раздевалка для персонала с туалетом. И кабинет руководителя. Напоминаю, площадь этажа
600 квадратных метров, что первого, что второго. Первый этаж разделен на торговый зал и склад, второй этаж полностью под торговый зал. Вот так светло у нас здесь получилось. Кровельная конструкция у нас объемная, ферма, крыша четырехскатная, чтобы разграничить скат воды на 4 стороны, чтобы не было лавинообразного схода снега, поставлены снегозадержатели. По периметру сделана система водоотведения внешняя. Особенности перекрытия. Здесь сейчас лежит керамогранит. Здесь была применена первый раз нами схема перекрытия с главными и второстепенными балками. Шаг второстепенных балок был уменьшен до 60 мм. Потом уложена плита ЦСП, как несъемная палубка. После этого утеплитель, как звукоизоляция между этажами. И сверху стяжка из бетона 5 сантиметров. 50 миллиметров стяжки было достаточно. И ЦПС, и уменьшенная ширина между прогонами нам дала возможность не применять бетонное перекрытие с толщиной до 15 сантиметров. Тем самым мы уменьшили нагрузку на колонны, уменьшили нагрузку на фундаменты. То есть перекрытие получилось более легкое, но не менее прочное. Здесь рядом протекает река, поэтому очень обводненные грунты, которые не очень имеют малую несущую способность, поэтому у нас были сложности с расчетом фундаментов, потому что нагрузка от здания большая. Перекрытие бетонное, которое проходили под второй класс огнестойкости, которого мы должны были добиться. Но мы подобрали такой конструктив перекрытия, который стал легким, но огнестойкость здания не поменял. Вот такие особенности у нас получились. Это был торговый зал, здесь склад. Здесь уже у нас расставлены стеллажи под товар, завезено какое-то количество товара. Здесь мы сделали отдельную котельную. Здесь вот стоит такой котел пеллетный с автоматической подачей пеллетов.